В 12 километрах к востоку от столицы Туркменистана, недалеко от шоссе Ашхабад-Мары, на равнине между горами Капидаг и пустыней Каракум, расположены руины уникального памятника архитектуры 15 века, известного как Большая мечеть Анау или комплекс Си-Джамаладдина. Мечеть Джамаладдин построена согласно надписям на фасаде и в интерьере, когда этой территорией Хорасан правил тимуридский наместник Абдул-Касим Бабер Бахадурхан. Финансировал строительство его визир Мухаммед Худайдот, выбравший место у могилы своего отца Джамал-ад-Дина, уроженца Анау. Мечеть была задумана как большой религиозный комплекс и сочетала поминальный зал, обитель странствующих монахов, комнаты для паломников и, вероятно, духовное учебное заведение. Зал раскрывался на север обширным сводчатым проемом. Снаружи он представлял собой выразительный портал с богатым декоративным убранством, который служил центром композиции двора. Портал был облицован шлифованным кирпичом со вставками синих и голубых изразцов и мозаичными наборами. Его верх оформляла сквозная аркатура с 7 проемами, в которых были заметны следы витражей. В тимпане над аркой помещалось уникальное мозаичное изображение 2 драконов на фоне цветов яблони. Они обращены друг к другу в геральдической позе. Змеиные тела анауских драконов Аждарха с 4 пятипалыми когтистыми лапами прекрасно вписаны в тимпан над центральной аркой мечети. Технология мозаичных панно мечети Анау типична для архитектуры Центральной Азии XIV-XV веков. Большая мечеть в Анау давно привлекла к себе внимание исследователей. Одновременно с изучением ее конструкций проводились мелкие работы, а самые масштабные работы по обмерам и фотофиксации памятника осуществлены в 1947 году отрядом Южно-Туркменской археологической комплексной экспедиции под руководством Галины Пугаченковой, которая впоследствии опубликовала книгу «Мечеть Анау», содержащую всестороннее и глубокое исследование этого выдающегося памятника архитектуры. В конце XIX века здание было уже сильно пострадавшим из-за просадок грунта, землетрясений, нередко имеющих место военных действий, и полностью рухнуло в результате Ашхабадского землетрясения 6 октября 1948 года. Только в 2001 году, благодаря осуществлению совместного туркмено-американского проекта, удалось расчистить площадь перед главным фасадом мечети Анау, частично укрепить остатки ее стен и, самое главное, извлечь все уцелевшие фрагменты мозаики. Несмотря на то, что новые поколения местных жителей уже не застали мечеть в целом виде, легенды о ней, связанные прежде всего с изображенными на ней драконами, популярны до сих пор. На наших глазах реальный исторический памятник, имеющий выдающуюся художественную ценность, превращается в миф. Учитывая близость объекта к столице страны, он включен во многие туристические маршруты